музыка наша. Бонджорно! Tutto, ma che cosa ma quanto? Паулиньо побывал на родине первых платных туалетов. Sì, signore. Ну, для начала, Пабло, как тебе аэропорт? Называется он Фьюмичино, имени Леонардо да Винчи. Посмотри, какая огромная очередь на прилете. Это хуже, чем в Домодедово, реально тебе говорю. А таксисты такие же дорогие, как до города добираться? Да, такси, легковушка стоит 60 евро за машину, но можно и добраться на автобусе. Это стоит 4 евро. И средний вариант — это микроавтобус, это маршрутка. Стоит 40 евро для компании от 3 человек. Но даже если ты один прилетел, все равно тебе надо платить 40 евро. Ты же первый раз был в Риме. Какие первые впечатления? Я тебе скажу так, Рим — это город из-за угла. Вот едешь, вроде дорога из аэропорта идет, да, обычная такая вот междугородняя трасса, и вот ты въезжаешь в Рим. Вроде бы все как обычно, в любом городе. И посмотри направо, ты видишь городскую стену древнейшего города. Вот она выскочила тоже из-за угла. Ну, а где останавливались? Гостиница дорогая, Хилтон или какие-то хостелы, быть может? А я тебе покажу. Мы приехали в Трастевере, это район Рима, который переводится как «за Тибром». Улицы узкие, мотоциклы, которые называются моторини, мотороллеры, цветы на окнах, ну просто рай. Рай, и вот эти вот улочки узкие из окон друг другу могут передавать, я не знаю, поцелуи. Вот, пожалуйста, мы заходим в нашу квартиру, мы сняли квартиру. Это самая настоящая итальянская квартира. Кухня у нас имелась такая вот узенькая. И санузел. Вот такая вот скромная у нас была аутентичная итальянская квартира в районе Трастевери. И вот она, первая прогулка. Что вы увидели? Конечно же, кафе-мороженое. Желатерию. Вот первое мороженое, которое мы отведали. Здесь же первый обед. Лазанья. Вот меццо вина, то есть пол-литра. Меццо, оказывается, это середина. Меццо-сопрано и меццо-форте. Меццо-сопрано, да. Выпили его и пошли гулять дальше. Вот мы видим площадь. Очень много площадей в Италии, в Риме. На площадях фонтаны, на площадях музыканты, зеленые ставни на песочных стенах. Вот это вот таким мы увидели Рим в первые минуты нашего пребывания на Древней Земле. А вот хотелось бы на Рим с холма посмотреть. И мы действительно вышли на холм, поправили куль. Это Яникульский. Он же называется в Италии Джаникуло холм. Вот, с памятником Джузеппе Гарибальди. И вот, пожалуйста, вид на Рим. Это площадка, такая же смотровая, как у нас в Лужниках. На Воробьевых горах вот площадь. Ну да. Кстати, Лужников не хватало. Смотришь, хочешь, чтобы были Лужники. Да. А там какой-то Колизей дурацкий, да? До Колизея мы еще не дошли. Мы сейчас идем к Ватикану. А хорошо, а Ватикан далеко ли? Идем к Ватикану по улице Святого Духа. Вот, идем, и опа! Из-за угла опять купол. Опять из-за угла. Ватикан. А площадь Святого Петра на ваших экранах. Огромное пространство, колоннада. Чем-то напоминает Казанский собор в Санкт-Петербурге. Статуи на колоннаде стоят. Люди наполняют емкости водой из святых источников. А за углом почта. Вот опять же, из-за угла раз на нас почта выпрыгнула. Да, мы отправили открытку, зашли на почту. Вот посмотрите, как выглядит почтовое отделение Ватикана. Наклеили марку за 75 центов. Отправили открытку, которая до сих пор не пришла. Видимо, бабушки наши почтальонши прикладывают к больным местам. А известно, что в Риме есть гоголевские места, где Николай Васильевич мечтал о галушках. Мы находимся рядом с домом, где Николай Васильевич Гоголь писал «Мертвые души». Это улица Систина, кафе «Гоголь». Вот здесь мы зашли промочить горло. Вот нам дают вино. Ну а недалеко от улицы Систина, где Гоголь писал «Мертвые души», есть Испанская площадь. Вот лестница в цветах, фонтан, смотровая площадка. В общем, здесь место, где проводят время туристы. С удовольствием. Вот, расскажи о туристах. Какие обычаи туристические существуют в этом прекрасном городе? Самый главный обычай в этом городе — это обнаружить фонтан Треви. Фонтанов очень много, и нужно выбрать именно фонтан Треви, самый правильный фонтан, где Нептун в морской раковине на колеснице выезжает к народу. И колесница запряжена в морских коньков, тритонов. Прочих гадов морских. Прочих гадов морских, да. Сюда надо бросать монету. Одну монету бросил,
вернешься в Рим. 2 монеты бросил, найдешь любовь. 3 монеты бросил, приедешь жениться. И 4 монеты бросил, порадовал пацанов, которые по вечерам их собирают с фонтана. 700 тысяч евро за год выбирают из этого фонтана. Неплохо, 700, неплохой почти лям. заработок, я считаю, да. Да. А вот это что за красивое белое здание такое? Покажите, пожалуйста. Это белое здание, которое любил сам Дуче. Дуче Муссолини любил здесь выступать. Это площадь Венеции. Ну, а как же вкусные макарони? Ты наверняка же попробовал какие-то вкусняшки в Италии. Да, конечно же, у нас был гастрономический Рим. На ваших экранах прекрасные яства. Мидии и креветки в пасти с дарами моря. В пасти. Да. Огненный. Да, вот здесь зеленые бобы с пармезаном. 6 симпатичных бобов. Вот тут я вам покажу равиоли. Это как пельмени, только вкуснее. И это у нас паста с фрикадельками. Это мясная лавка. Вот тут вот висят ноги и рыло. Ноги и рыло. Вам как, в рыло или ногой? Жареный артишок в еврейском гетто. Вот такая вот роза в кляре. А вот это вот остров, это Тиберино или что-то другое как раз? Да, римляне верили, что там жил сам Эскулап, а потом этот остров оказался лазаретом для чумных людей. А когда чума ушла, здесь организовали роддом. Ну и самое главное, Павел, где же Колизей? Колизей, как ни странно, тоже откуда? Из-за угла. Вот выскочил на нас Колизей. Колоссеум. Похож на Лужники лет через 500. Дыры в стенах. Вот, пожалуйста, похож на сыр Колизей. На ощупь я попробовал его тоже. Ну, камень как камень. Обычно и не пачкается. Вот такой вот Колизей. Таким я его увидел, выскочившим на меня из-за угла. Есть ли какие-то маршруты правильно, чтобы за короткое время все можно было посмотреть? Open Bus. Открытый автобус. Стоит это 20 евро за сутки. Вот ты можешь посмотреть. Чирко Массимо. Это цирк Максима. Вот синагога в гетто, о котором я тебе говорил. Здесь у нас площадь Аргентина. Именно здесь Цезарь сказал свои последние слова. Don't cry for me, Аргентина. Нет, он сказал: и ты, Брут. И помер. Да, вот давай, здесь площадь Аргентина. Здесь был убит сам Цезарь. Замок Святого Ангела на ваших экранах. А что это вот за ерунда с дыркой в потолке? Пантеон, храм всех богов. Вот туда мы зашли. Это один из всех, по-моему, памятников старины, которые мы посетили, потому что вход туда бесплатный. Это правильно. Купол настолько тяжел, что пришлось весь этот объем засыпать землей и сверху на него положить купол. Землю надо было убрать. И что сделал вот этот самый главный? Он сказал как? Он, во-первых, землю смешал с золотыми монетками, все это засыпал, и когда уже купол установили, он говорит: так, мужики, копайте, кто найдет монету, тот может оставить ее себе. И вот этот огромный объем, которые засыпали дня 3, он был за 10 минут весь вычерпан. Вот такой Главная хитрый. правильная мотивация. Да. Развалины, я наблюдаю, что же это такое? В Риме все разрушено, осталось только Тушино. Римский форум. Римский форум, вот так вот он неплохо сохранился. Здесь мы видим, что детали уже съедены временем, но основная масса построек, в общем-то, до сих пор радует наш взгляд. Совет бывалого путешественника. Что, кроме магнитиков и карбонара, привезти из Рима? Привезите часы. Вот они тикают и радуют глаз своими маятниками. А вот это мы наблюдаем какую-то странную машину. Автомобиль. Шел я по району Трастевере, и меня остановил дождь. Вот эти капельки дождя вы видите на автомобиле Renault Twizy. Это электромобиль, 5 лошадиных сил. Разгоняется он до 45 км в час, весит 450 килограммов. Длина 2 метра, ширина 1 метр, высота 1,5 метра. При этом у Renault Twizy есть подушка безопасности, есть одна скорость вперед, одна назад и одна нейтралка. Все как полагается машине: дворник, фары, поворотники. Автомобиль, который, в общем-то, является конкурентом мотороллеру. А вот, пожалуйста, подъезжает итальянский трамвай. Давайте в него зайдем, как это сделал я, и проедем всего лишь одну остановку, потому что, оказывается, нужно билеты покупать в табакерии, где продаются сигареты. А в трамвае никто тебе не продаст. Там только табак можно купить. Да, естественно, в трамвае табак, а в табакерии билеты. Все правильно. Это все очень по-итальянски. А это что за митинг? Местные оппозиционеры? Интересный митинг. Вот мужчина в очках кричит. Так, очень спокойно, причем кричит. Вот, пожалуйста, карабинер ходит очень спокойно, никто никого не видит. Вот такие вот митинги проходят рядом с парламентом Рима.
Ну и самый главный вопрос. Где ты встретил вот этого симпатичного мужчину из группы «Пикник» Марата Корчемного? Он ехал по Средиземному морю на корабле и читал мой твиттер. И мы с ним встретились на ступенях парламента. Вот так вот мы сделали историческое фото с Маратом. Таким я увиданто древний город Римо. Чинзано, Чинзано. Наше